Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Около 19 тысяч детей осмотрели российские врачи с начала диспансеризации в Абхазии. Промежуточные итоги подвел министр здравоохранения Эдуард Будба. Археология, этнография, история и язык. В Абхазском институте гуманитарных исследований продолжается ежегодная научная сессия. Когда в Сухуми восстановят памятник Иуа Когония. 60 лет назад в Сухуми был открыт мемориал абхазскому поэту. Начинаем выпуск с новой рубрики «В эти дни 80 лет назад». Войска Первого Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока, продвинулись вперед от 60 до 100 километров, овладели рядом городов и ворвались в столицу Германии Берлин. В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров и захватили 85 полевых орудий, 3100 автомашин, 67 паровозов, 1800 железнодорожных вагонов и 30 складов с различным военным имуществом. Ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ласуря поздравили с присвоением ему в преддверии 80-й годовщины победы звания почетного гражданина города Сочи. Алексей Ласуря – один из солдат, дошедших до Берлина и оставших надпись на стене Рейхстага. В феврале этого года ему исполнилось 100 лет, и президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Депутат городского собрания Сочи Елена Дорогина проинформировала, что решением городского собрания Сочи 38 ветеранов были удостоены этого звания. Вместе с этим званием ветеран будет получать дополнительную пенсию в размере 9000 рублей. Музей кино откроет выставку к 80-летию Великой Победы в Республике Абхазия. Выставочный проект «Кино Победы» пройдет с 5 по 9 мая в Государственном музее боевой славы имени Арденба в городе Сухум и продолжит экспонироваться с 13 мая по 30 июня на другой площадке города Сухум в Национальной библиотеке имени Папаскир. Главным акцентом выставочного проекта стал кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны. В тяжелые военные годы важным способом поддержки людей являлось напоминание о том, что победа близка, она неизбежна и война обязательно скоро закончится. А следовательно, все жертвы и усилия окажутся не напрасными. Искусство кино помогло укрепить эту веру. Именно этому этапу в кинематографе посвящен выставочный проект «Кино Победы». А на Абаза ТВ продолжается цикл военного кино, посвященного 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня после выпуска новостей в нашем эфире смотрите Антошу Рыбкина, советскую фронтовую кинокомедию режиссера Константина Юдина. Фильм продолжает рассказ о воинских подвигах повара-бойца Антоши Рыбкина. Указом президента Абхазии Бадры Гунба в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Законом об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия по согласованию с Сухумским городским собранием Аграба Тимур Михайлович назначен главой администрации города Сухум. Примерно 19 тысяч детей осмотрели российские врачи с начала диспансеризации в Абхазии. Промежуточные итоги диспансеризации в республике стали темой пресс-конференции министра здравоохранения Эдуарда Будба. Подробнее в репортаже Алисы Адлейба. В рамках реализации проекта «Здоровье каждому ребенку Республики Абхазия» с 12 февраля текущего года на территории республики, благодаря помощи Российской Федерации, работают 4 бригады российских врачей, в составе которой узкопрофильные специалисты – педиатр, офтальмолог, невролог и многие другие. Каждая бригада принимает до 150 детей в день. То есть суммарно осмотры проходят от 400 детей в сутки. Привлекаются также специалисты с абхазской стороны. Это наши медицинские сестры, которые работают в бригадах, которые берут кровь, делают электрокардиограмму. На 23
значит, апреля 2025 года было осмотрено около 19 тысяч детей профильными специалистами, что составляет более трети детского населения страны. Как отмечает Эдуард Бутба, больше половины осмотренных возьмут на дальнейшее регулярное диспансерное наблюдение в поликлиниках по месту жительства. Часть детей направят на плановое хирургическое лечение. Некоторые дети в соответствии с выявленными показаниями будут дообследованы и пролечены в профильных российских федеральных центрах. По анализам. Анализы ежедневно проводятся 3 лабораториями страны. Все анализы, которые берутся нашим детям, они делаются в наших республиканских лабораториях. Значит, по 4 типам исследований. Это общеклинические исследования, биохимические исследования, гормональные. В сутки более 1200 исследований крови нашим детишкам проводятся в наших лабораториях. Бригада из 11 докторов выезжает на дом также к детишкам, у которых есть проблемы с ДЦП, с эпилепсией. Вот 11 специалистов, условно говоря, приехали домой неоднократно по сложным детям, которые не могут самостоятельно пройти профмедосмотры, которые находятся дома, лежачие больные. Диспансеризация школьников уже завершилась в Гудаутском, Очимчирском, Сухумском, Гулюрыбшском районах. Накануне медики работали в Пицунде и пока работают в городе Сухум. Дальше планируется Ткварчельский район. Как отмечает Бутба, в Минздрав поступает много обращений о том, что есть дети, которые по тем или иным причинам не смогли пройти медосмотр в школах. Для них будет составлен отдельный график и даты, которые опубликуются через СМИ. Поэтому возможность пройти диспансеризацию будет у всех. Алиса Адлиба, Инна Гуха, Абаза ТВ. Печальная весть с дорог республики. Пожилая женщина погибла в ДТП в Гулрыбском районе. Автомобиль «Тойота» сорвался с моста у села Пшап. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 13:50. В результате происшествия погибла москвичка Татьяна Черная, 1943 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства. Водитель внедорожника доставлен в республиканскую больницу в реанимационное отделение. Люди и даты. 23 апреля 1920 года родилась Адиле Аббас Оглы, заслуженный работник культуры Абхазской ССР. В 1938 году Адиле была репрессирована как член семьи Нестора Лакоба, объявленного врагом народа. Адиле приходилась невесткой Сареи, супруги Нестора. Последствия сталинско-бериевских репрессий она в полной мере почувствовала на себе. В 1953 была освобождена и возвратилась на родину. Верховный суд Абхазской ССР признал ее невиновной. В своих автобиографических книгах «Не могу забыть» и «Моя Абхазия, моя судьба» рассказывает о драматической судьбе семьи Нестора Лакоба, в которую Адиле попала, когда ей было 15 лет. Воспоминания Адиле Аббас Оглы переведены на несколько языков. Награждена орденом Агдябша второй степени. В нашем вечернем эфире смотрите проекты с участием Адиле Аббас Оглы из архива Абаза ТВ. 23 апреля исполнилось 83 года со дня рождения героя Абхазии, кавалера ордена Агдябша первой степени, государственного и военного деятеля, бывшего вице-премьера Абхазии, министра обороны Султана Сосналиева. К столетию со дня рождения ученого-историка, этнографа Царбея Николаевича Бжания. Археология, этнография, история и язык в Абхазском институте гуманитарных исследований продолжается ежегодная научная сессия. Она объединяет ученых разных поколений, подводит итоги года и открывает новые горизонты для исследований, о чем говорят на форуме в репортаже Заура Кварча. В конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Иосифовича Гулия продолжает работу 69-я итоговая научная сессия. В этом году она посвящена столетию со дня рождения выдающегося этнографа и историка Царбея Бжания. Царбей Николаевич Бжания – этнограф, историк, кандидат наук. Его научная деятельность была посвящена вопросам традиционного хозяйства, культуры и быту абхазского народа. Несмотря на то, что жизнь ученого трагически оборвалась 39 лет, он оставил значительное наследие, которое по сей день служит основой для исследований новых поколений. В этом году исполняется 100 лет нашему ученому Царбея Николаевича Бжания.
его труды, его подходы, не только как этнограф и как фольклорист, языковед, как историк, для абхазской науки очень ценные. Будут еще ссылаться те, которые будут писать диссертации кандидатские и докторские. Это как бы стало традицией, мы посвящаем знаменитым ученым, но плюс еще за прошлый год то, что было сделано нашими учеными в разных направлениях. Второй день сессии был посвящен археологии, одному из приоритетных направлений работы института. Исследования в этой области активно продолжаются и вызывают интерес не только у отечественных специалистов, но и у зарубежных партнеров. По словам Арды Ашуба, минувший год стал особенно плодотворным для всего коллектива. 2024 год это был плодотворным. 6 человек защитились, 3 человека стали докторами наук и 3 кандидатами. Это для нашей истории очень важно. Слава Богу, у нас в институте есть возможности выходить на защиту кандидатской и докторской по всем направлениям. И наши диссертации ни в чем не уступают защиты кандидатских и докторских, то, что в России. О своей работе рассказал и младший научный сотрудник отдела археологии Рамзет Мамацев. Его доклад касался полевых исследований в селе Яштуха на территории древней мастерской площадью около 70 гектаров. Там были проведены разведывательные работы, в ходе которых был найден материал, около 16 находок. Это разношерстный материал, начиная от раннего, заканчивая поздним палеолитом. И этот материал был перегруппирован. Там были и большие находки, и вне шурфа, и также внутри шурфа. И в конце были произведены фотографии, это было все зафиксировано, также находки и все место. По словам организаторов, такие мероприятия становятся важной площадкой для профессионального роста молодых исследователей. Именно это посвящена итоговая сессия, чтобы молодые имели возможность выступить, привыкли. Когда задают опытные ученые, они, может быть, немного боятся, но это означает то, что им надо еще глубже знать свои темы. Важно мнение старших. Они подскажут, направят и объяснят некоторые моменты. В принципе, доволен в целом, есть куда расти. И будут и следующие выступления, следующие итоговые сессии. И я думаю, будет намного еще лучше. 69-я научная сессия продлится до 25 апреля. Впереди новые доклады, обсуждения и идеи, которые лягут в основу будущих исследований и публикаций. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ. 60 лет назад в Сухуме, в сквере рядом с набережной Диоскуров, был открыт памятник абхазскому поэту Иоа Когоне. Это был бюст, стоящий на постаменте в центре Сухума. Сегодня этот сквер носит имя поэта. Памятник был разрушен грузинскими войсками во время Отечественной войны народа Абхазии. А вот почему за 30 лет не удалось ни восстановить, ни создать новый памятник классику абхазской поэзии, выясняла моя коллега Элеонора Гилаян. Чтобы знали вы, как раньше жил народ наш без прикрас, я на бумаге изложил свой старинный сказ для вас. Ровно 60 лет назад в центре Сухума был открыт памятник абхазскому поэту Иоа Когоне. 30 лет назад, во время Отечественной войны народа Абхазии, он был разрушен грузинскими вандалами. Почти 10 лет назад Минкульт Республики запустил конкурс на памятник и последующую его установку поэту. Почему до сих пор ничего не произошло? Попытаемся разобраться вместе.
Ио Аббасович Когония родился в 1904 году в селе Кутол Кадорского уезда. Будущий писатель с детства интересовался устным народным творчеством, сказками, героическими сказаниями, народной поэзией, пословицами и поговорками. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности поэм. Ио Когония прожил совсем короткую жизнь – 24 года. Врачам не удалось спасти его от туберкулеза, а потомкам не удалось установить его памятник спустя 30 лет после того, как он был разрушен военным противником. 2 февраля 2016 года был объявлен конкурс на создание памятника Ио Когония. Тогда свое предложение в Минкульт представили два скульптора – Виктор Иванба и Амиран Адлиба. В принципе, ни к чему не пришли. С доработкой было сказано, а потом уже как бы выпало из повестки дня, и так остается по сей день нерешенным этот вопрос. Не возвращались к этой теме. Но я как-то просто для себя стараюсь, ищу, делаю свои варианты, можно сказать, для души, для себя. Когоневцы выбирают вот этот вариант этнический, национальной одежде. Я тоже, значит, склонен, нету этнического плана ни одной скульптуры. И я думаю, стоило бы, значит, остановиться на этом, именно на национальной. На заседании монументальной комиссии ни эскиз Адлиба, ни эскиз Иванба не набрал необходимого количества голосов. Тогда, в 2018 году, был объявлен повторный конкурс на создание памятника. На него уже не были поданы новые работы. Скульптора Виктора Иванба уже нет в живых, но почему не реализована работа Амирана Адлиба? Как рассказала бывший министр культуры Эльвира Арсаля, на том заседании, где не удалось определить победителя, речь шла о доработке эскиза. Ее не последовало. Действующий министр Даурковый рассказал, что в его бытность вопрос памятника Ио Когония поднимался, однако вновь не удалось прийти к единому мнению. Мы связались с семьей поэта. Те сообщили, что готовы и на бюст, и на бронзовый памятник в полный рост, лишь бы что-то уже было сделано и установлено на месте, которое 60 лет назад было призвано чтить память юного талантливого автора самых ярких абхазских поэм. Элеонора Гилаян, Тимур Гугохия, Абазатова. 22 апреля по всему миру отметили Международный день Матери Земли. Утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году, он призван повысить осведомленность людей о проблемах экологии. Традиционно в этот день проводятся акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания к защите окружающей среды. Нынешний год не стал исключением. В Национальном университете на факультете биологии и биомедицины для школьников провели лекции, посвященные экологии и биохимии Земли. Подробности в репортаже Рады Чачава. В постоянно меняющемся, технологичном и развивающемся мире мы все чаще сталкиваемся с экологическими проблемами, будь то изменение климата, загрязнение и истощение природных ресурсов или вырубка лесов. В подобных условиях важность экологического воспитания становится все очевиднее с каждым днем. И именно ему были посвящены сегодня мероприятия, прошедшие на факультете биологии и биомедицины главного вуза страны. Ученикам 8 класса 10-й горской школы старший преподаватель кафедры экологии и морфологии животных Майя Цибулевская рассказала все об экологических проблемах и путях их решения. А мы побеседовали со школьниками о защите окружающей среды. Если мы будем загрязнять нашу планету, то от нее в дальнейшем ничего не останется, и кислород будет загрязняться, а также атмосфера и окружающая среда. Самое малое, не должны выкидывать мусор, где попало. Это самое основное, что мы должны делать. Если не сохранять экологию, то будут теряться многие виды растений, животных, ухудшаться кислород будет ухудшаться, не разбрасывать, где попало мусор, не вырубать деревья, не убивать большое количество животных. Я считаю, что
Экология – это очень часто современная проблема, поэтому вопрос о сохранении земли, поддержании природы и экологии очень важный, и важно это понимать. Ну, наверное, это осознанное использование ресурсов, которые мы имеем на сей день. Это осознание вот этой проблемы и поиск новых решений. Международный день Земли давно стал глобальным движением, которое объединяет миллионы людей по всему миру. В первую очередь этот праздник служит платформой для обсуждения экологических вопросов и поиска решений как на местном, так и на международном уровнях. Одной из важнейших составляющих Дня Земли является образовательная деятельность. Школы и университеты традиционно проводят уроки и лекции о важности охраны окружающей среды. Сегодня Майя Цыбулевская подробно рассказала ребятам об экологии и разумном потреблении. А старший преподаватель кафедры клинической биохимии Диана Аргун провела лекцию, посвященную химическому составу Земли. У нас часто проводятся профориентационные мероприятия, и обычно это происходит по инициативе нашего факультета. Но сегодняшнее мероприятие проводится по инициативе классного руководителя. Она попросила провести для учеников 8 класса 10 школы подобное мероприятие, и каждый может обратиться на факультет для подобного мероприятия. По словам Ларисы Ахуба, сегодняшнее мероприятие особенно важно не только потому, что призвано рассказать подрастающему поколению об одной из самых важных и животрепещущих проблем современности, но и по причине глубокой заинтересованности факультета в данной теме. Ведь в скором времени, как отмечает Лариса Ахуба, на факультете биологии и биомедицины появится новая специальность. Открываем вообще новую специальность для факультета, для университета. Это химия и экология. Это специальность, окончив которую абитуриент, студент получает 2 профиля образования. Это химический профиль и экологический профиль, что очень востребовано на сегодняшний день и в Абхазии в частности. Атмосфера на лекции Майи Цыбулевской располагала к общению с первых же минут. Дети задавали вопросы, с удовольствием высказывали мнения по важным аспектам экологии, рассуждали о путях решения существующих проблем. И, конечно, мне особенно приятно, как экоактивисту, я член общества экологического, то есть не просто говорю об экологии, мы делаем ее руками, не всегда чисто получается, но это делается. Чисто я имею в виду не всегда в опрятном нарядном виде, потому что экология зачастую требует определенных усилий. Я вас хочу еще раз поздравить с тем, что мы с вами являемся современниками такого чудесного праздника, как День Земли. И, конечно, школьники рассказали нам, почему считают систематическое проведение подобных мероприятий ценным вкладом в будущее Абхазии. Я считаю, это очень важно, чтобы нынешнее поколение, современные школьники понимали, что это такое и почему это важно. Мне кажется, что именно поэтому такие лекции, мероприятия очень важно проводить в школах. Многие школьники ведут себя неподобающе и также выкидывают мусор везде, где попало, плохо себя ведут и портят окружающую нас среду. Многие узнают много нового об экологии, как, наверное, сохранять, поддерживать экологию. Сегодня, завтра и в любой другой день каждый гражданин должен понимать, мы зависим от природы так же, как она зависит от нас. И даже самый маленький шаг к устойчивому развитию, любое усилие по охране окружающей среды – это не просто задача для ученых или активистов. Это призыв к действию для каждого из нас. Рада Чачава, Инна Гухава, Абаза ТВ. 8-е заседание совместной российско-абхазской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов состоялось в Сухуми. Участники подробно обсудили выполнение решений комиссии, высоко оценив результативную деятельность рабочих групп в межсезонный период. Вместе с тем российская сторона выразила обеспокоенность в связи с отсутствием информации от абхазской стороны о возведении гидротехнического сооружения на одном из участков русла реки Псоу, а также освоении земельного участка на осушенном участке русла для устройства форелевого хозяйства из-за возможных неблагоприятных последствий такого воздействия на экосистему реки Псоу, а также на расположенные на правом берегу российские инфраструктурные объекты. Комиссия поручила абхазской стороне проработать возможные меры для смягчения последствий выполненных в русле работ. Стороны договорились провести 9-е заседание комиссии на территории Российской Федерации во втором полугодии текущего года.
Театр имени Фазили Искандера представляет премьеру романтической комедии «Безымянная звезда». 25 и 26 апреля в Государственном русском театре драмы имени Искандера состоится премьера спектакля «Безымянная звезда» по пьесе Михаила Себастьяна в постановке московского режиссера Антона Корнилова. На генеральной репетиции побывала Надежда Боровикова. В провинциальный городок волею случая приезжает молодая красавица в шикарном платье, но без гроша в кармане. Местный учитель астрономии, интересовавшийся до этого только книгами и звездами, влюбляется в таинственную гостью, и чувство это взаимно, но малоперспективно. Молодым людям предстоит сделать выбор – вернуться к привычной жизни или рискнуть всем ради любви. Романтическая комедия «Безымянная звезда» – это 4-й спектакль режиссера Антона Корнилова в Русдраме после рассказа Мула Старого Хабуга в «Лучах» и «Виндзорских проказниц». Этот театр предложил мне этот материал. Я эту пьесу знал, конечно, она очень известная, очень много ее ставили. Есть кино, которое я, кстати говоря, если смотрел, то очень-очень давно и не пересматривал. Пьеса такая, она мне всегда казалась наивная, такая вот лиричная. Как-то все время хотел что-то посерьезнее и так далее. Но вот когда мне ее предложили, я удивился, перечитал. Вдруг мне показалось, что сейчас как раз какое-то, не знаю, какое-то такое время, что вот этой вот наивности и вот этой вот мечты, какой-то доброты так как-то не хватает. И вдруг мне показалось, что да, вот это будет интересная работа, тем более, ну, театры, сколько бы он меня ни звал этот, я всегда буду приезжать и работать здесь с удовольствием. Одну из главных ролей в спектакле исполняет Леон Гвинджи, актер Государственного молодежного театра. Последние 2 года он служит в Русдраме и задействован в более чем 10 постановках, но такая большая роль досталась ему впервые. Честно говоря, до приезда режиссера я вообще не читал, не был знаком с материалом. Мне только потом, уже за неделю до приезда режиссера, шло распределение ролей, сказали, что учитель. Кто такой учитель, какую роль он играет? Ну, вообще без понятия, я вообще не ожидал на самом деле. Потом я узнал, заинтересовался, конечно же, начал читать, и это было нечто, это была фантастика, когда я прочитал, потому что мне так понравился этот персонаж, который не пытается, он открыл звезду, но эта звезда никому не нужна в том обществе, в котором он живет. И он пренебрегает этим обществом не со зла, потому что он горит желанием открыть эту звезду. Когда ты пренебрегаешь обществом, общество тебе этого не прощает, потому что не понимает, почему ты такой, как какой-то другой, странный, наверное. Читаешь и понимаешь, что таких сейчас очень мало, потому что очень такой добрый, наивный, человечный, можно так сказать. И мне очень понравился он. Вот самая трудная профессия для меня — это быть человеком. И вот я прослеживаю за ним, когда читаю, что он просто есть человек, который вот горит желанием, никому не мешает, но мешает ему только от того, что его не понимают. «Безымянная звезда» в версии Русдрама – это очень красивая художественная работа. Вместе с режиссером над внешним обликом спектакля трудились художник Ирина Уколова и известный мастер по свету Константин Удовиченко. Титулованный сотрудник Петербургского Большого театра с удовольствием приезжает поработать у себя на родине. Я родился в Сухуми, и мне так приятно, что я могу теперь, уже имея опыт, приезжать к себе домой и делать какие-то работы. Это очень здорово. И штука в том, что, конечно же, здесь любовь. Это основное. Но моя специфика свет должна рождать эмоции у людей. Поэтому зачастую мне не хочется, чтобы свет тянул на себя одеяло, но чтобы зритель мог почувствовать, что что-то изменилось. То есть там перемена картины может длиться несколько минут. И это не значит, что вот у нас поменялся свет, и он поддерживает артистов. Но чувство, которое он рождает в человеке, вот эмоции, это очень важно. Как этого достичь? Пробуем. Генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба считает, что новая постановка – это безошибочный репертуарный ход, потому что все, что ищет зритель в театре, это посмеяться и поплакать, и все это есть в «Безымянной звезде». Пьеса замечательная, написанная румынским драматургом Михаилом Себастьяном, но это его псевдоним, это был бухарестский еврей, который очень пострадал, естественно, как и все евреи, представители этой национальности в годы Второй мировой войны. И он вот в самое тяжелое время, когда он вынужден был заниматься уборкой снега, и вы знаете, что и жизнь его тоже закончилась трагически, он написал вот такую светлую, высокую мелодраму. Где бы она ни шла, она идет во всем мире, во всех лучших театрах мира.
и ставилась и в советское время в фильме знаменитый Михаила Казакова. Это пьеса о людях, это пьеса о человеке. А самое главное в театре, что может быть, это когда театр говорит о человеке. И вот поэтому приходите, будет очень интересно. Помимо исполнителей главных ролей Леона Гвинджия и Ирины Делба в спектакле принимают участие заслуженные артисты Абхазии. Блистательная Симона Спафопула, чья роль будто написана специально для нее. Мастера комедийного жанра Рубен Дипелян, Кирилл Шишкин и Джамбул Жордания, который к тому же написал музыку для спектакля. Премьера «Безымянной звезды» состоится 25 и 26 апреля. Надежда Боровикова, Валерий Квитвискири, Аваза ТВ. Новости из жизни абхазов за рубежом. В минувшие выходные абхазо-абазинская диаспора из Германии и из ближайших стран съехались на свадебное торжество в город Майнхайм, чтобы пожелать молодым Авицбе Иданур и Джудар Ипа Окану счастливой совместной жизни. Одновременно участники провели несколько встреч с молодежью и средним поколением диаспоры, поделились друг с другом новыми идеями, выразив благодарность за приглашение хозяевам и почетному советнику Сейхану Цыбабха. Об этом сообщает полномочный представитель МИД Республики Абхазия в Германии Хибла Амичба. «Жив мой очаг» – так называется литературно-театральная композиция, посвященная патриарху абхазской письменной литературы Дмитрию Иосифовичу Гулия, показанная на сцене Государственной филармонии имени Гумба. Она составлена из отрывков из произведений Гулия, поэзии, прозы, текстов, воспоминаний, иллюстрирующих основные этапы жизни писателя. В представлении принимали участие школьники, студенты Абхазского госуниверситета, актеры Абхазского драматического и молодежного театров, Государственная хоровая капелла Абхазии. Организовал это памятное мероприятие Союз писателей Абхазии. Телевизионную версию композиции «Жив мой очаг» смотрите в нашем воскресном эфире. Команда Ассоциации силовых ведомств вместе с МВД, МЧС и Министерством просвещения провела 4-й этап масштабного проекта, на этот раз в городе Ткварчал. Главным сюрпризом стало участие спецназа СОБР МВД. Выйдет, расскажет про основные моменты пулемета и работу пулеметчика. Силы на дальних дистанциях, она у нас с оптическим прицелом. В принципе, все уже знаете, это автомат Калашникова, но тут плюс подствольный гранатомет и фонарь установлен. Условный противник. Он нужен для того, чтобы защитить. Это психологический момент. Когда в здание заходит, если человек вооруженный, он начинает стрелять по красному. Это стандартная работа, троечки получается. Мы хотим вашему вниманию предоставить антидроновое ружье. Различных видов. Вот один из видов такой, он маленький, маневренный. Для корректировки подразделения при выполнении особых задач. И разведки. Вашему вниманию будет предоставлено лазер. Мы всегда носим с собой аптечку. ГАИ. Мы вам вкратце расскажем, чем мы конкретно занимаемся, чтобы вы для себя понимали не только наказать, оштрафовать. Домашних безопасности. Правильно? Правильно. Есть вопросы у кого? Подними! Давай, быстрее. Микроскоп. Что вы там увидите? Меня увидят. Или его надо... Засмущался. А по районам у нас общественные. Покажи.
Я вам показывал белую. Да, следом работает как 9:30. И смотри, как тебя зовут? Ляна, смотри, Мася. Маша. Ты за то спасешь человека. Давай, мама, давай. Не стесняйся. Ты же доктором. Сегодня мы посетили в Дворчеле вторую школу. Дети положительно отнеслись к нашему приезду. Мы показали наше оснащение, обмундирование. Детям было очень интересно. Нашему будущему поколению прививать любовь к защите нашей Родины. И чтобы наша будущая молодежь приходила в различные структуры. Теуби Дудзен спартстахулпа Творчала района Царахшах зала школпа Ланернапхгайча Зигрих зала Теуби Дудзен Пшасфа Дехя Басипш Ечкарахя Ашцаз Ари Хымпадату Пахучпан Зыхан Избана Гзер Леша Апсуа Вилар Милат Лахахмачу Гала Возход Суазарамюн имя Пусуа Ама Ширку и Рахкана Псатбара Фаги Абарт Зиги Зигиздрода Хучква из Хаваджа Хаан Хучик Джера Минкылан Хазыхани Бзио Калар Хазар Нас Габра Хучква Барви Речь Цайвера Анизбет Хатала Собар Хазырхов Ивни Харгухат Хатуайнейн Речь Цайвер Раба Фадасаха Парыц Тырхи Труби Дудзан Дачезныги Сейчас вот я хотел бы сказать Басивши. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 24 апреля, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. Днем дождь разной интенсивности, гроза, туман, атмосферное давление пониженное, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17. Температура морской воды плюс 11. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.